О самых заметных событиях четверга, 9 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Святое дело – Родине служить. Служба по контракту за последние годы стала по-настоящему престижной профессией. Подробности в сюжете из Ленска. Четверть века с начала работы в этом году отметит отделение детской онкологии Национального центра медицины. К этому событию проведут международную конференцию. Выбрать работу по душе очень важно. В этом вопросе воспитатель детского сада «Мишутка» помогает алданцам еще с пеленок, кем хотят стать представители подрастающего поколения. Крики тренеров, скрип бутсов по паркету и мощнейшие удары по воротам в Якутске выявляют сильнейшую команду второй лиги по мини-футболу на чемпионате Якутии. Сколько команд сошлись в баталии. Звезды Мариинского театра на Нерюнгринской сцене. Впервые солисты знаменитой Мариинки из Санкт-Петербурга выступили с гастролями в Южной Якутии. Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Документ будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы. Согласно постановлению, выдавать удостоверения будут военные комиссариаты регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно. Между тем, общественное движение «Якутия с тобой» призывает к помощи якутян. Начинается сбор средств для закупки антидроновых ружей для отправки мобилизованным в зону специальной военной операции. Как сообщил председатель общественного движения Аил Джулурха, над позициями наших солдат летают дроны и сбрасывают смертоносные бомбы. Поэтому в целях поддержки бойцов волонтеры планируют централизованно из надежных источников закупить антидроновые ружья и отправить мобилизованным. Перечислить средства можно на указанный счет Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса или обратиться по адресу Орджоникидзе, 10 в Якутске. Все это мы изучаем. Сейчас мы хотим купить именно из надежных источников, чтобы действительно это было устройство, которое действует на большом расстоянии и в широком диапазоне, которое могло бы действительно нейтрализовать и обезопасить наших ребят. Активное участие в проведении поддержки спецоперации принимает Ленское объединенное речное пароходство. Так, руководитель компании Сергей Ларионов лично навещал раненых солдат в центральных госпиталях страны, а некоторые сотрудники были и на Донбассе с гуманитарной помощью. Организация выделила порядка 3,5 миллионов рублей на поддержку участников спецоперации. Также компания снабдила порядка 80 солдат контрактными рюкзаками, в которых имеется все необходимое. Помимо денежной помощи, коллектив отказался и от проведения корпоративных праздников. Это, конечно, подчеркивает отношение нашего коллектива к сегодняшним событиям. Помимо того, что государство предоставляет, мы своим приказом 50 тысяч мобилизованным сразу семьям передаем, поддерживаем еще там. В общей сложности где-то 85 тысяч мы мобилизованным семьям мобилизованных передаем денег от предприятия. Поэтому здорово поддерживаем, участвуем. Поздравили сейчас их с 8 марта всех, да, и со всеми праздниками. Не забываем семьи тех ребят мобилизованных, которые у нас ушли. Служить по контракту могут и жители Ленского района. Причем отправиться на службу может не только молодежь, закончившая учебное заведение, но и те, кто пробовал себя в различных профессиях, а также молодые люди, состоящие в браке, имеющие одного или даже нескольких детей. Подробности в сюжете Светланы Балеевой. Служба в армии всегда была престижна, а сегодня становится все более популярна служба по контракту. Иван и Ирина Геннадьиновы – военнослужащие. Они отдали службе по контракту более 10 лет. Я поступил на службу по контракту. Первый контракт у меня продлился 3 года в славном городе Кирове. После этого мы с Ириной Сергеевной решили, что можно попробовать себя еще в другой части. Переехали в город Южно-Сахалинск. Там мы пробыли, отслужили 4 года. И после Сахалина мы уже целенаправленно поехали в республику Саха-Якутия. И по сей день мы с Ириной Сергеевной решили, что пока мы служим здесь.
Служащие по контракту получают достойную заработную плату, проживают в служебных квартирах. Каждый год им предоставляется отпуск с бесплатным проездом по всей России. А также они могут обучаться в вузах и имеют возможность карьерного роста. Нет никаких проблем. Отцы-командиры, начальники всегда на это обращают внимание. То есть военнослужащий по контракту поступил на военную службу, он никогда не будет оставлен, не брошен. Я никуда не собираюсь переходить, не увольняться, никуда. Я буду до последнего служить военнослужащим нашего 12-го главного управления службы специального контроля. Валерий Ивасенко – представитель ведомства, занимающийся созданием и эксплуатацией ядерного оружия. Под его руководством и служит семья Гинединовых. Специалисты этого ведомства являются гарантом стратегического сдерживания и ядерной безопасности, можно сказать, на всей планете. Это подразделение и ведет сегодня набор на службу по контракту. Попасть на службу может любой желающий, даже девушки. Но отбор нужно будет пройти сложный. Это должен быть гражданин Российской Федерации, соответствующий, естественно, по уровню здоровья. Он должен соответствовать по уровню физической подготовленности, то есть выполнение нормативов по физической подготовке. В обязательном порядке он проходит полиграф, то есть исследование на предмет каких-либо ранее преступлений, происшествий и так далее с ним. Наиболее востребованы сегодня связисты, водители, медики. Нужны и другие специалисты, но их как раз и обучают уже сами наши учебные центры. То есть военнослужащий может быть абсолютно не иметь какую-то профессию, он может прийти, в том числе даже после школы, то есть всем этим требованиям он также будет соответствовать. Его просто направят в учебный центр, где его обучат определенной специальности. Отрицательных сторон в службе по контракту, по словам героев нашего сюжета, нет. Большинство коллег, рассказывает Валерий Ивасенко, называют минусом только подчинение, хотя и сами признают, что это и позволило добиться им тех или иных высот. Поэтому тем, кто только раздумывает о военной службе, желаем ничего не бояться, приходить, спрашивать и становиться частью ядерного потенциала России. Светлана Болеева, Александр Чук, Ленск. Дома на 13-м километре Намского тракта в Якутске подключат к газу уже в этом году. Всего под программу догазификации там подпадает более 180 домов, и из них уже заключили 83 договора. Начать строительные работы в этом районе с учетом масштабных работ по республике планируют в июле-августе. Напомним, что догазификация – это подключение домовладения к газораспределительным сетям. При этом к границам земельного участка газ подводят бесплатно. По участку граждане проводят работы уже за собственные средства. В регионе на этот случай выделяют субсидию 150 тысяч рублей, которая покрывает расходы на газификацию при приобретении газоиспользующего оборудования. Торгово-логистические центры сдерживают рост цен в Арктике. Также в этом году торгово-логистические центры появятся в еще 5 арктических районах Якутии. Их преимущество в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. Цены на социально значимые продовольственные товары там на 56% ниже, чем у прочих хозяйственных коммерческих структур. Как сообщили в Якутопторг, благодаря поддержке в виде субсидий на транспортные расходы предприятие имеет возможность сдерживать рост цен. Сейчас цены на продовольственные товары от 5 до 56% ниже, чем у прочих хозяйственных коммерческих структур. Капитальный ремонт проведут в 13 школах Якутска. Об этом сообщил мэр столицы Евгений Григорьев. На работы из федерального бюджета направили более 940 миллионов рублей. Еще 116 миллионов предусмотрели в городском бюджете. Так, капремонт организуют в школах под номерами 5, 7, 12, 13, 19, 24, 26, 29, 38, а также в Саха-гимназии, Табагинской, Хатасской и Маганской средних школах. К работам подрядчики приступят в мае. Как и в прошлом году, перед ремонтами проведут выездные встречи с руководством и родительскими комитетами школ, чтобы обеспечить постоянный общественный контроль за ходом работ, добавил Евгений Григорьев. В Якутии экстремальная команда про путешествие планирует на одном автомобиле добраться до мыса Челюскин. Одна из целей проекта – показать всю красоту и природную уникальность Арктики и Дальнего Востока, многогранность коренных народов Севера, а также туристический потенциал северных регионов с возможностью привоза иностранных туристов. По традиции экспедиция стартовала с главной площади Якутска, но сегодня участники экспедиции добрались до Мирного.
Самое главное, что это очень уникальная экспедиция в том плане, что, во-первых, это международная экспедиция. Мы едем с большим туристическим брендом китайским, китайская туристическая компания, которая хочет в Якутии наладить все контакты с туроператорами якутскими и хочет создать, вы знаете, прям реально оригинальные маршруты. То есть им не интересен Байкал, им не интересен Мурманск, то, что уже заезжено. Им интересна именно Якутия в том плане, что чтобы предложить в Китае то, чего никто не предлагал до этого. Теперь о погоде. Метели и порывистый ветер прогнозируют в 4 районах Якутии в ближайшие сутки. По данным синоптиков, 10 марта в Ленском, Алюкминском, Кобяйском и Жиганском районах ожидается порывистый ветер до 9-14 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду и метель. Возникает вероятность трудностей на дорогах, возможен рост количества ДТП, снежные заносы, накат, гололед, а также ограничение работы аэропортов. Другим темам выбрать работу по душе очень важно. Это воспитатель Алданского детского сада «Мишутка» Наталья Козелкова знает совершенно точно. Придя в профессию по призванию, сегодня Наталья Алексеевна помогает воспитанникам научиться ориентироваться в мире труда и специальностей. Кем хотят стать представители подрастающего поколения, узнала Татьяна Вахнина. Оформить корреспонденцию, проштемпелевать письма и доставить их адресатам, выдать посылку. Сегодня Наталья Козелкова вместе со своими дошколятами работает почтальоном. Игра в почту у воспитанников средней группы детского сада «Мишутка» одна из самых любимых. Так как сейчас многие дети не знают, что такое почта, вот с чем мы встретились. И детям очень интересно, откуда там получаем письма. Мы прям писали письма, мы скидывали их в почтовый ящик. И интересно получать от кого-то письмо. Наталья Алексеевна работает с дошколятами несколько лет. В профессии видела себя с юности и сегодня может сказать точно. В выборе она не ошиблась. И на очень важный вопрос, кем стать в будущем, теперь Наталья Алексеевна ищет ответ с каждым из своих воспитанников. Ой, дети очень любят играть. Салон красоты – это у нас сейчас в тренде. Сейчас ребята полюбили играть в школу, в детский сад мы очень любим играть, в магазин тоже обыгрываем. Сразу видно жизненные ситуации, которые происходят в жизни у детей с родителями. Профориентация составляет одно из основных направлений деятельности педагогов Мишутки. Планомерная работа начинается со средней группы. Получая целостную картину видения мира профессий, дошколята учатся выстраивать всевозможные отношения в обществе. Хотят стать врачами, ветеринарами, парикмахерские услуги, есть банкиры и полицейские. Конечно, мальчики, они очень любят полицию, стражи порядка. Тонкости и нюансы всевозможных профессий и специальностей дошколята осваивают как под руководством воспитателей, так и вместе с родителями. Педагоги Мишутки реализуют семейные проекты, суть которых заключается в выполнении воспитанниками домашних заданий. Если в средней группе это буквально 2-3 предложения, по фотографии ребенок говорит, кем работает мама, папа или бабушка, близкие ребенку люди, то в старшей группе этот проект уже обрастает небольшим рассказом, а в подготовительной группе ребенок рассказывает, кем я хочу стать, почему я выбираю именно это направление, чем оно мне нравится. Помимо получаемых малышами реальных знаний, сюжетно-ролевые игры помогают ребенку осознать собственные склонности и предпочтения. Кроме того, процесс, способствующий развитию воображения и фантазии, воспитывает у дошколят уважение к любому труду. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Далее о спорте. Впервые за десятилетнюю историю турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева на ковер выйдут девушки. Об этом сообщили на пресс-конференции. В этом году международные соревнования проводят с 9 по 12 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф». Принимают участие юниоры 2003-2005 годов рождения из 12 стран. Всего более 270 спортсменов, из них 83 девушки. Предварительные поединки начнутся завтра. Вход бесплатный. Отметим, что главным судьей назначен судья международной категории Анатолий Ковалев. Всего на соревнованиях вершить судьбы будут 26 судей. Также организуют онлайн-трансляции на официальных YouTube-каналах Федерации спортивной борьбы России и спорткомплекса «Триумф». Уровень конкуренции хороший, учитывая этот турнир. Мы приезжаем сюда каждый год. Приезжают страны Ирана,
Азербайджана, то есть основные конкуренты наши в мире, поэтому будут интересные схватки. И это проверка для ребят, проверка их готовности к международным стартам, к официальным стартам. А чуть ранее сегодня в аэропорту Якутска встретили первых гостей турнира памяти Романа Дмитриева. В соревнованиях участвуют ведущие борцы из Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы, а также представители 27 регионов России, включая юниорскую сборную страны. Также на ковер выйдут 83 юниорки из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Республики Беларусь и Греции. Отметим, что международные соревнования по вольной и женской борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева проходят в рамках столетия физкультурного движения в Якутии. Я летела уже с приличным составом команд. Мне очень приятно это наблюдать, что не побоялись, такое непростое время. Привезли, уже видела Белоруссии девочки, команда, Азербайджан. Но вроде как мне стало известно, 8 команд заявлено. Я уже даже по сегодняшнему рейсу нашему могу сказать, что борьба будет интересная, достойная и качественная. Также до конца недели на паркете спортивного комплекса «50 лет Победы» проходят игры чемпионата Якутии по мини-футболу среди команд второй лиги. Всего 22 команды выйдут на площадку, чтобы определить нового чемпиона республики. Подробнее о соревнованиях в сюжете Александра Хавренко. Под скрип бутсов по паркету, мощные удары по мячу и подбадривающие крики тренеров и болельщиков на трибунах в Якутске проходит чемпионат республики по мини-футболу, в котором за звание чемпиона борются команды второй лиги. В этом году в соревнованиях принимают участие 22 команды, чья география распространяется от Якутска до Устьянска, от Хангаласского улуса до арктического Верхояния. Сюрпризов нету. Мне кажется, сейчас уровень немножко подравнялся уже. И радует команда Чурапчинского района сегодня выиграла. Вы сейчас видели, Намсы играли. Амга неплохая команда. Нерюнгринский район неплохой. Так что посмотрим. Победит, наверное, сильнейший. Посмотрим, как дальше все это будет развиваться. Кроме почетного первого места, кубков и медалей, на кону чемпионата стоит еще один важный приз. Победители автоматически поднимаются на одну ступень и переходят играть в первую лигу. Команда Алекминского района существует давно, неоднократно принимала участие в чемпионатах, даже какое-то время играла в первой лиге. И сегодня не исключает возможности вновь в нее вернуться. Уровень заметно растет. Если поначалу даже, как я приехал в 2001 году, с 2001 года уровень второй лиги был, конечно, намного ниже, намного. Сейчас команды в основном все средние. Вровень имеется в виду. Уровень равный. То есть, конечно, есть которые в первой лиге играют, конечно, повыше, кто заходит. А во второй лиге, я смотрю, практически все равны. А для многих команд игры во второй лиге – это отличный старт и способ обкатать на поле новичков и создать новый футбольный костяк в районе. А сейчас в этом году у нас команда уже более такая молодая, даже есть ребята-школьники. На прошлые игры народов мы не отобрались, поэтому, можно сказать, сейчас такое серьезное омоложение команды идет. Много молодых ребят. Команды все подготовлены, поэтому никого не недооцениваем, но надеемся, что покажем хороший результат. И, конечно же, говоря о якутском мини-футболе, нельзя не упомянуть флагманов – команду «Заря», которая играет на чемпионате России. Тем более, что некоторые игроки клуба принимают участие в чемпионате республики, играя за свои родные районы. Закончился чемпионат у нас полмесяца назад. Сейчас команда находится на сборах. Некоторые ребята играют здесь, участвуют в чемпионате республики и в первой лиге, и во второй лиге. И 24 числа начинается первая стадия плей-офф. Мы ждем соперника, который играет в зоне «Восток». Пока он не определился, у них последняя игра 19 числа. И будем готовиться и готовимся сейчас к стадии плей-офф. Игры чемпионата второй лиги будут идти до воскресенья, и именно в этот день мы узнаем имена новых чемпионов и новой команды, которая будет играть в первой лиге. Александр Хавренко, Джилусин Акентьев, Якутск. И последнее. Впервые в Нерюнгри на сцене Центра культуры имени Пушкина солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга представили большой концерт. В Южную Якутию прибыл оркестр, 26 музыкальных инструментов под управлением дирижера Романа Леонтьева. Иван Лазаренко продолжит.
Музыканты блестяще исполнили классические шедевры. На публика овациями встретила вокальное мастерство солистов Мариинки, красоту тембра и диапазон голоса, которые подарили зрителям яркие запоминающиеся вечера. Такие прекрасные весенние дни хочется петь о любви, о счастье, о благополучии. Все-таки я считаю, что мы заслужили этого, а тем более на этой прекрасной земле. И я хочу всем пожелать весеннего настроения, чтобы быстрее настала весна, лето, чтобы мы радовались каждому дню, каждому мгновению. Для зрителей прозвучали как и классические произведения, так и мировые хиты в оригинальном звучании. Звезды Мариинского театра высоко оценили мастерство Нерюнгринского симфонического оркестра и теплый прием жителей города. Впечатления самые благоприятные. Всегда удается найти хороший контакт и, главное, эмоциональный отклик от музыкантов. Коллектив у нас прекрасный, мы все давно друг друга знаем. Видите, у нас тут все разных возрастов, разных совершенно опытов и всего. И интересно, что нам добавили новых людей отсюда. Это тоже определенные опыты для них и для нас. Это все очень интересно, гостеприимно, вообще прекрасно. По словам организаторов гала-концерта, в настоящее время со стороны Мариинского театра готовится инициатива по дальнейшему сотрудничеству и гастролям. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.